Ингушские армрестлеры в очередной раз порадовали своих болельщиков яркими победами на прошедшем чемпионате мира, который состоялся в столице Турции, и престижном всероссийском турнире на Кубок Дружбы народов в Республике Калмыкия. А как это было и кто из наших спортсменов принес медали в нашу копилку, вы узнаете в следующие 30 минут. Ингушские рукоборцы проявили себя на очень высоком уровне и блестяще представили нашу страну на соревнованиях мирового уровня в Турции. Золотым медалистом вернулся с чемпионата мира по армрестлингу наш земляк Байсангур Салтыханов. Подопечный заслуженного тренера России, президента Федерации армрестлинга Республики Ингушетии Хусейна Катиева, был лучшим в весовой категории 80 кг и стал победителем, завоевав медаль высшего достоинства. Подводя итог уходящего года, о какой работе, о каких результатах можно говорить о работе вашей федерации и, в частности, о достижениях ваших спортсменов? Этот год у нас получился такой успешный. В этом году мы поехали в этом году первенство России, ребята выиграли, отправились на чемпионат мира. Чемпионат мира мы не пропустили, чемпионат Европы мы пропустили. Там, с финансами у нас не получилось, проблематично было на Европу поехать, а на мир у нас получилось. Ребята там очень достойно, хорошо выступили. Первое, второе, третье место мы привезли с чемпионата мира. Это очень сильный результат. И сейчас недавно мы в Калмыкию поехали, тоже был чемпионат, всероссийский турнир, мастерский турнир был. Там много регионов, даже с Якутии там люди приехали. С севера там были ребята, выступали из Москвы. Ну, весь Кавказ там участвовал. И в этом турнире ребята стали первые места заняли. Двое. Тимурзиев Али и Могожу Ахмед выиграл. Вершков Ахмед чуть-чуть не повезло ему, там проморгал старт, он вторым стал. И наш Нальгиев Хаваш нас обрадовал, стал вторым. В прошлом году он третьим стал, в этом году вторым. Но у него очень так желание огромное. Он нас всегда радует своими успехами. Вот так вот. Я понимаю, что нельзя кого-то выделять или же наоборот принижать чьи-то достоинства, но все же, чьи достижения ты мог бы отметить? Какими результатами ты особо гордишься? Вот я скажу честно, вот Хаваш Нальгиев, да, вот этот матч меня удивляет своими способностями, хотя вы видите, да, там у него там рука, нога, там меньше слушает, там правая, там, ну, среди инвалидов он выступает. Молодец, не пропускает, такой настырный, вот больше всех он меня радует. А так другие спортсмены есть, чемпионы Европы, мир выиграли ребята. Вот так вот. Ну, все они наши. Одного больше, другого меньше, такого нет, но все равно Хаваш мы больше любим. Можно ли похвастаться тем, что вашу федерацию постоянно пополняет новые молодые дарования или просто ребята с огромным желанием заниматься и отдаваться полностью этому виду спорта? Или же все стабильно и держится на тех уже зарекомендовавших себя спортсменов? Ну вот, насчет этого хороший вопрос. Есть ребята, приходят, потом уходят, там на учебу там уезжают. Вроде работаешь, но резко пропадают ребята. Ну так, в основном у нас такая болезнь, да, вот поймал там фураж, или как там называется, ну, вот это на пьедестал сел человек и не хочет отдавать это место, вот это тоже. Ну, наш спорт, он очень такой жадный спорт, все к себе там, не отдавать, вот мы это внушаем, и вот они работают. Не уступает никому, каждым годом растут. И для нас большая радость, там флаг, чемпионат мира поехали, 68 стран, и твой флаг поднимают, там, ребята делают результаты. Но и мы тоже, любители спорта, обычные телезрители, видим плоды вашей работы, именно на примерах вот этих вот побед, и очень даже ярких побед, потому что чемпионат мира дорогого стоит. Как у любой федерации, вы, наверное, тоже сталкиваетесь со своими определенными трудностями
возможно, это какие-то специфичные, или что вам приходится преодолевать вот на своем пути, на своем спортивном пути? Ну, когда мы даже начинали, да, вот я скажем про инвентарь, про все, нам с этим нам глава помог, нам Тунгой Алихан всегда помогал с выездами. У нас вот единственная проблема с выездами, да, там, когда спортсмен выигрывает, радуешься, когда выезжать надо, опять проблемы. Вот на этом этапе проблема, а так ребята готовятся. Их же, вот они трудятся, да, их же нельзя дома оставлять, правильно? Там примерно год они трудятся, усиленно работают, и резко я их не повезу, это тоже, ну, он даже может там бросить этот спорт. В этом плане есть трудности, с финансовыми трудности, а так с нашей стороны мы все делаем, чтобы ребята росли, не пропускали чемпионаты, вот так вот. Я уверен, с этими трудностями вы тоже справитесь, так же, как и ваши спортсмены справляются со своими противниками за столами армрестлера. И теперь хотелось бы узнать о ваших планах. Чего нам ожидать от Федерации армрестлинга на предстоящий год, предстоящий спортивный год? Какие у вас лично планы? Личные планы у нас сейчас уже конец же, да, конец года, они хороший результат показали. Это вот опять начало года, да, там начальный уже календарь другой идет. У нас впереди первенство России. Хотели сделать в этом, в Карачаево-Черкесии, отложили в Екатеринбург, ехать далеко, там с финансов больше надо, а тут могли бы ночью как проехаться, там новых ребят могут повезти. И начнем с первенства России уже там по календарному плану будем до конца года также, наверное, радовать своих там, зрителей, любителей армспорта. Да, а мы будем ожидать новых побед, потому что мы привыкли, что вы постоянно, регулярно радуете нас какими-то достижениями, и поэтому это уже стало просто традиционной закономерностью. Армрестлинг является древнейшим видом спорта, который был возрожден в 1960-х годах 20 века. В наши дни армспорт – это вид борьбы на руках между двумя участниками. В армрестлинге спортсмены борются стоя за специальным столом. Их локти упираются в подушки. Побеждает тот, кто первым дотянет кисть соперника к подушке. Состязания проходят как на правой, так и на левой руке. Несмотря на кажущуюся простоту этого вида спорта, армрестлинг требует большой силы, выносливости, скорости и тактики ведения поединка. Сейчас нашим атлетам помогает побеждать накопленный опыт. Справедливости ради следует отметить помощь тренерского штаба, без участия которых всех этих побед не было бы. И есть чем гордиться. Федерация армспорта Республики Ингушетия и их подопечные с различных турниров за этот спортивный год привезли в общей сложности более 30 медалей. В победе Байсангура Салтыханова, зарекомендовавшего себя спортсменом, который не умеет уступать, никто даже не сомневался. Но Якуб Малароев должен был победить на обеих руках. Самый статусный турнир – это, конечно, чемпионат мира. И я в феврале отобрался на чемпионат мира, на Россию отобрался. И в мае у нас была Европа, правда, я ее пропустил, чтобы подготовиться на мир. Вот, и выступил на мире. Занял 3-е место. Правда говоря, я не успел восстановиться, так как за 6 дней, за 5 дней были Кавказские игры. Там поучаствовал и не успел восстановиться. Поэтому 3-е место занял. Я хотел и там выступить. Не получилось. Получилось-то получилось. Только на Кавказский я первым стал, а на чемпионат мира 3-е только. Ну, опять сейчас уже начинается новый сезон и готовлюсь на чемпионат России. Попробую улучшить свой результат в дальнейшем и отобраться на чемпионат мира опять. Россия сегодня одна из лидирующих стран в мировом армрестлинге, и наша республика вносит свой силовой вклад для сохранения верхней строчки мирового рейтинга. Как обычно, все трудности сопряжены с финансированием. Возможно, медалей было бы в разы больше, если бы все имеющие шансы на победу спортсмены поехали на планетарный чемпионат. Но это не конец. У наших ребят еще будет возможность проявить себя на других международных турнирах в будущем году. Меня лично очень порадовал Хаваш Нальгиев, который с первых своих турниров начинает показывать высокие результаты. Ну что же, уважаемые любители армспорта, следующий герой нашей передачи – человек, который, на мой субъективный взгляд, является самым сильным рукоборцем в Ингушетии. И его сила заключается не в мышцах или технике, а именно в силе духа. Итак, Хаваш, очень хотелось бы узнать о прошедшем турнире.
на котором тебе удалось стать серебряным призером. Как это было? Как он для тебя сложился? И какой ценой тебе удалось победить? Но мы были в этом году 16 декабря на Всероссийском мастерском турнире Кубок Дружбы Калмыкии. Мы к этому турниру готовились, поехали, усиленно готовились, поехали, выступили, стали призерами и приехали домой. Соперники были непростые, но по воле Всевышнего мы с этим справились, заняли призовые места и приехали домой. Вот как раз хотелось бы узнать поподробнее о тех схватках, в которых ты участвовал, и узнать, за счет чего, каким приемом или каким техническим действием тебе удалось вырвать все-таки эту победу, пусть не золотую медаль, серебряную, но тем не менее ты улучшил свой прошлогодний показатель. Но схватки у меня проходили среди людей с ограниченными возможностями. Я боролся в 70 килограмм, так как моего веса, собственно, 60 там не было. Мне об этом сообщили, по-моему, за неделю до соревнований. Мне пришлось, так как я скидывал вес, мне пришлось его обратно набрать, и мне пришлось бороться в 70 килограмм. Со мной боролись люди тоже с ограниченными физическими возможностями. Но выиграл я у них приемом, они меня закручивали в крюк, так как у меня со старта я не успевал сработать на своей коронке, не успевал выбивать пронатор. Они меня закручивали в крюк, я открывал им угол и дожимал просто до подушки. Вот этим я выиграл 3 схватки и шел на первое место. Но в связи с тем, что я не борюсь на левую руку, мне дали всего лишь 2 место, а парень, который боролся и направо, и налево, занял 1 место. То есть обстоятельства на этот раз сыграли против тебя, но все равно ты смог показать свой максимум, и я уверен, что твое выступление надолго запомнится нашим телезрителям. Я уверен, это не последний турнир, на котором ты так ярко выступил. А нашим телезрителям я сейчас предлагаю просмотреть, как проходили схватки у Хуаша, и все-таки каким ценой неимоверных усилий ему удалось победить. А затем мы снова вернемся. Поделись с нашими телезрителями о своих предстоящих планах. Каким турниром ты будешь готовиться и чего нам ожидать в будущем спортивном году от твоих выступлений? Ну, у нас на повестке есть в марте первенство России по армрестлингу среди людей с ограниченными физическими возможностями. Я собираюсь на этот турнир подготовиться, поехать и по воле Всевышнего показать там результат, попасть на пьедестал почета. Победа там что тебе даст? Победа там мне уже даст путевки и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. Я, глядя на то, с каким фанатизмом ты работаешь и как серьезно ты относишься к выбранному делу, к намеченной цели, как ты идешь, уверен, что это всего лишь одно из дел, которые ты поставил в свой список. И теперь, пользуясь возможностью, по традиции нашей передачи, я хотел бы предоставить тебе слово. Имея эту возможность, ты можешь обратиться с тем, что у тебя есть. Но я бы хотел поблагодарить своих тренеров,
Тимурзиева Ибрагима за то, что он в 2016 году я пришел в этот зал, поговорил с ним, и он проверил мои возможности, взял меня в зал, поверил в меня, и с тех пор мы работаем вместе. Тимурзиева Алла за тренировки, и, конечно же, я хотел бы поблагодарить человека, который в последний где-то год занимался со мной. Это мой нынешний тренер Дугиева Рустама, за его труд, за усилия, которые он меня вложил, не только в меня, но и в эту победу. Он нес свой вклад. Я бы хотел бы его поблагодарить. Рустам дал садута, дал эту бог падик шамиде. Ну что ж, друзья, это и есть живое воплощение мотивации. Я считаю, что многие, сейчас посмотрев комментарии Хаваша, серьезно задумываются о занятии спортом. Штамп, укоренившийся в нашем сознании, незамысловат. Два могучих мужчины, стоя за столом, пытаются нагнуть руку соперника к свечке. Но на самом деле армспорт значительно более сложен. Тут есть и тактика, и стратегия, и витиеватые правила, ну и, конечно, самое главное – желание победить. Кто-то пытается воровать кисть, то есть едва заметно пригибать ее в сторону наклона соперника, чтобы выиграть пару миллиметров. Кто-то никак не может уцепиться за руку противника. У нас выступают именитые спортсмены, чемпионы мира и чемпионы Европы. Отрадно, что в нашем регионе такого рода спорт развивается, что такого уровня спортсмены у нас имеются, и нам есть чем ответить на чемпионате по армрестлингу. И итог уходящего спортивного года – самое красноречивое доказательство проделанной работы Федерации армрестлинга Республики Ингушетии. Итак, друзья, теперь мы из уст вице-президента Федерации армрестлинга Ингушетии узнаем, как прошел для нас лично турнир на Кубок Дружбы Народов в Калмыкии. Я знаю, что этот турнир очень высокий статус имеет. Как сложился он для нас? Какую оценку ты мог бы дать нашему выступлению? С моей точки зрения, в этом году на этом турнире наши ребята выступили очень хорошо. 2 золота, 2 серебро, ну и 2 стали мастера спорта. Это очень большой рост. Я хочу отметить тех спортсменов, которые не заняли медали, места, но они выступили очень хорошо. Поединки были серьезные, зрелищные. Вот. Но чуть-чуть не хватило. Дошли они почти до верха. Вот. Весовых категорий народу было много. Со всей России приехали, у нас же мастерский турнир, вот, и им не хватило чуть-чуть, но мы над их ошибками будем работать. Вот, у нас уже на носу первенство России, вот, чемпионат России. И вот говоря об этих ваших планах, о предстоящих турнирах, хотелось бы узнать, вы делаете ставку на каких-то определенных наших спортсменов или же полностью на команду? Ребята, те, которые выиграли на этом турнире, их мы будем на чемпионат России, на первенство России готовить, потому что они показали очень хороший результат. Вот, Тимурзиев Али стал первым, хорошо он показал, он мой младший брат. Вот, и Имагожа Ахмед тоже стал первым, они оба выполнили нормативы мастера спорта. Их мы будем готовить усиленно. И в Али весовой категории был Миришков Ахмед, он тоже стал вторым. Ну и Нальгиев Хаваш среди инвалидов, он тоже стал вторым. С этими ребятами мы будем усиленно работать, их будем вывозить на первенство России и на чемпионат России. На твой профессиональный взгляд, как ты считаешь, есть ли развитие армрестлинга в нашей республике? И если есть, то в чем оно выражается? В 2018 году у нас большой рост на чемпионат мира. 3 медали. Вот, Калмыкия, дружба Калмыкии. Там тоже 4 медали. Это очень большой рост. Ребята растут. Я считаю, в этом году у нас
ребята хорошо потянулись. Ну и, естественно, в 2019 году, в начале года, на первенство России, на чемпионат России, иншаллах, надеемся тоже сделать хороший результат. То есть достижения ваших спортсменов уже сами о себе, за себя говорят, и это и есть самый лучший показатель. А мы будем ждать еще более громких побед. Немного о борьбе на разных руках. В принципе, спортсмены стараются гармонично развивать обе руки, но у левши есть все равно небольшое преимущество в борьбе на левой, а у правши на правой. Поэтому в российском чемпионате сражаются по системе двоеборья. Сначала на одной руке, затем на другой. Если счет по победам равный, тогда победитель выявляется по массе. Более легкий борец, естественно, в пределах своей весовой категории объявляется выигравшим бой. В мировых же чемпионатах медали за борьбу на левой и правой руках выдаются отдельно, и это автоматически удваивает количество комплектов. Армрестлеры редко сражаются, используя сугубо одну методику. Результат обычно приносит резкая смена стратегии. Например, сначала работать верхом, потом резко, когда соперник не ожидает, перейти на крюк или наоборот. Именно искусное сочетание различных тактик, а не просто сила, решают исход поединка на чемпионатах высокого уровня. Прошедший турнир у нас проходился в Калмыкии, Кубок дружбы в Калмыкии, был всероссийский мастерский турнир. Прошел он хорошо, замечательно, ну, так как мы планировали, хорошо подготовились к этому турниру. Ну, соответственно, с нашей подготовкой и мы выполнили, я и со мной друзья из зала, выполнили нормативы мастера спорта. Я выступал 80 килограммов и успешно стал первым, выполнил нормативы мастера спорта. Ну, дальше в плане у нас в марте чемпионат России. Уже сейчас первая подготовка у нас. Дальше планируем выступить на чемпионат России. И после России там Европа, мир. Ну, потом результаты покажут. Следующий у меня на чемпионат России. Я к этому стремлюсь и надеюсь, что выполню, ну, стану первым, как в Калмыкии, стану чемпионом России и, соответственно, дальше у нас чемпионат мира. Конечно, есть соответствующими с нашими победами. Вот у нас в зале еще два молодых ребята тоже после моей победы уже заинтересовались этим видом спорта. Ну, уже у них первые тренировки, я уже их тренирую. Вот даже тоже желание есть, но они еще молодые, еще будут выступать среди юношей. Как ты думаешь, вот эти победы, благодаря чему вам удалось одержать? Благодаря больших трудов, усиленная тренировка и главное, чтобы желание было у спортсмена. Если желание, цель будет, то каждый может добиться своей цели. Кстати, несколько слов о травмоопасности. Она в армрестлинге достаточно высокая. Чаще всего растягиваются и рвутся связки, бывают вывихи, но случаются и переломы, причем в случае с плечевой костью или сложные, скрученные. Именно по этой причине следует тренироваться и выступать на соревнованиях под руководством опытных и квалифицированных тренеров. Интересно, что порой самое сложное в матче – это не сам поединок, а постановка стартового положения. Она, в отличие от самого сражения, регулируется правилами очень строго. При захвате рук фаланги больших пальцев должны быть видны. Торсы соперников находятся в симметричном положении, а центральную линию стола нельзя пересекать ничем, кроме борцовой руки, поскольку от стартового положения зависит очень многое, и армрестлеры порой очень долго ищут удобный для обоих вариант. Я хотел бы закончить нашу передачу с общением молодым и перспективным спортсменом, который совсем недавно влился в ряды ингушских армрестлеров. И он не наделен какой-то необычной физической силой, но имеет огромное желание тренироваться и побеждать. Как давно ты здесь занимаешься и почему для себя избрал именно эту спортивную дисциплину? Занимаюсь 4 месяца уже. Когда я пришел, я увидел, как тренируется Али Тимурзиев. И как заинтересовался этим видом спорта, подошел, спросил, можешь ли ты меня потренировать. Он сказал, что нет проблем. И
сказал, что подготовит к следующим соревнованиям, и как только я буду готов, он отправит меня на соревнования. Твоя жизнь как-то изменилась после того, как в ней появился армрестлинг? Что-то стало лучше получаться? Какие изменения ты вообще чувствуешь? Ну, прибавились силы, физическая форма есть. Те цели, которые ты перед собой ставишь, ты, наверное, поставил в график тренировок рабочие веса, которые ты должен преодолеть. И по мере того, как ты с ними справляешься, наверное, да, и мышечная масса у тебя растет. Как все это влияет на тебя, на твое состояние? Вот что ты испытываешь? Все нормально, сила прибавилась, да, здоровье нормальное. Ничего не ухудшилось, конечно, улучшилось, наоборот. Вот. Вместе с тобой здесь занимаются кто-нибудь из твоих друзей или братьев? Ну, я сказал друзьям и братьям своим, чтобы они позанимались здесь именно армрестлингом. Ну, один друг занимается со мной, конечно, но остальные пока не приходят, но надеюсь, скоро придут, потренируются этим видом спорта. Потому что армрестлинг – это мужественный, справедливый вид спорта. И поэтому я всем советую потренироваться этим видом спорта. Ну что ж, друзья, я вам советую следить за выступлениями наших рукоборцев, поддерживать их всячески и, конечно, самим заниматься спортом, какую бы спортивную дисциплину вы для себя не избрали.